В Ухте до сих пор есть жилье, предоставленное гражданам по программе переселения из ветхостроя еще в 2012-2013 годах, которое пустует. Это признал мэр города Магомед Османов. Интервью опубликовано в газете «Республика». По его словам, многие не согласны или с планировкой, или с местом расположения самого дома. Все эти дела сейчас находятся в судах. Еще одна причина, которая тормозит процесс – некачественно построенные помещения. Устранять ошибки по первому-второму этапу госпрограммы муниципалитет вынужден за бюджетный счет. По словам Османова, в то время не было должного контроля над строительством. Но виновные в этом должностные лица, мол, уже наказаны, в том числе по уголовным статьям. И в дальнейшем такое не должно повториться. Однако примечательно, что в этом же интервью градоначальник говорит уже о негативной практике третьего этапа, где проблемы повторяются. В рамках третьего этапа мы выкупили недостроенный дом по улице Клубной, достроили его, но и здесь опять проблемы. Люди не хотят в него переселяться. Раньше они жили в центре города, на Первомайской, а теперь их переселяют на Клубную. При этом обе улицы находятся в черте города, а значит, по закону все осуществляется верно. Мы понимаем, что людям хотелось бы жить поближе к своему старому месту жительства, но нужно понять, что муниципалитет ограничен в средствах и возможностях. На четвертом этапе мы пошли по пути выкупа квартир у собственников. Здесь опять же сталкиваемся с тем, что не все согласны с той выкупной ценой, которую мы можем предложить. Данные разногласия разрешает суд. Тем же, у кого муниципальное жилье, мы предоставляем жилплощадь на Печорской улице, на Клубной и в других местах в черте города. Также, как сообщил градоначальник, в городе уже стартовало общественное обсуждение проектов, которые будут реализованы в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда». Всего определено 14 общественных территорий. Из них предстоит выбрать сначала 3. По ним будут подготовлены конкретные планы благоустройства. Далее их выставят на голосование и в итоге реализуют всего 2. На это будет выделено около 9 миллионов рублей. Впрочем, нереализованные идеи без внимания тоже не останутся. Их попробуют провести через программу до 2022 года.